24 апреля 1975 года художественный фильм «Белый башлык» был удостоен специального диплома за сценарий и постановку на 8-м Всесоюзном кинофестивале в Кишиневе. Флаг фестиваля поднят. Начались конкурсные и внеконкурсные просмотры, обсуждения, встречи. Эта революционно-приключенческая лента режиссера Владимира Савельева снята по мотивам поэмы народного поэта Баграта Шынкова «Песнь о скале». Роль главного героя фильма Хаджарата Кяхба сыграл Томас Кокус-Керия. В фильме также снимались абхазские актеры Нурбей Камкия, Левар Сакасландзе, Шарах Пачалия, Вячеслав Облотия, Этери Кагония, Софа Агума, Рушни Джопуа и другие. 24 апреля 1994 года Комитет по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Государственной Думы России на закрытых парламентских слушаниях рассмотрел вопрос о политике Российской Федерации в Закавказье. Было отмечено, что Закавказье остается зоной жизненно важных интересов России, характер которых определяется важностью геополитического положения региона для ее безопасности и перспектив экономического развития. В документе подчеркивалось, что народы Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха отстояли право самостоятельно определять свою судьбу. 24 апреля 2003 года при президенте Республики Абхазия создано Главное контрольное управление. Оно образовано на базе контрольно-ревизионного управления, входившего ранее в структуру Кабинета министров. С 24 апреля 2003 года в Абхазии ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида армян в Турции в 1915 году. По оценкам международных организаций, за годы геноцида было убито около 1,5 миллиона армян. Геноцид армян признан Россией, Францией, Уругваем, Литвой, Грецией, Аргентиной, Бельгией и другими странами, а также Ватиканом, Европарламентом и Всемирным советом церквей. 24 апреля 2008 года группа друзей Генсека ООН по Грузии обнародовали коммюнике по ситуации в Грузии. В нем была выражена глубокая озабоченность в связи с установлением Россией официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. В коммюнике содержался также призыв к России отозвать свои решения или не выполнять их. Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что на этот призыв Россия реагировать никак не будет и не собирается менять своих решений. 24 апреля 2013 года под председательством премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая и вице-премьера правительства России Александра Хлопонина прошло 5-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между странами. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу России и Абхазии над формированием правового поля двустороннего сотрудничества. 24 апреля 1919 года родилась Евгения Гагулия Арсеньева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, заслуженный учитель Абхазской АССР. Тема кандидатской диссертации – обучение русскому литературному произношению учащихся Абхазской начальной школы. В разные годы работала деканом педагогического факультета Сухумского государственного педагогического института, деканом филологического факультета. Евгения Гагулия Арсеньева – автор 43 научно-методических работ. 24 апреля 1932 года родилась Жозефина Бумбуриди, заслуженная артистка Абхазской АССР. Работала преподавателем, затем завучем Сухумского музыкального училища. Бумбуриди принимала активное участие в музыкальной жизни республики, выступая с сольными концертами. Жозефина Бумбуриди была первым педагогом по вокалу народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава и народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России Алисы Гицба.
24 апреля 1953 года родился Сергей Старостин, российский лингвист, полиглот, член-корреспондент Российской академии наук. Впервые построил реконструкцию северокавказской семьи языков, опубликовал большой этимологический словарь северокавказских языков, доказал родство известных по клинописным памятникам хурито-урартских языков с восточно-кавказскими, занимался проблемой родства хатского языка с абхазо-адыгскими. За последние 10 лет в день 24 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году, это 17 градусов. Самая же низкая в 2013 – 7 градусов.